Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новые тарифы на автобус, импортозамещение чая и правовая помощь получателям российских пособий. Прошло первое заседание правительства Абхазии в новом составе. Журналист против СГБ. В Сухумском городском суде рассматривается исковое заявление журналиста Низ Фаржба к службе государственной безопасности. Золотые медали у пятигорского «Медведя». Завершился 15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Арденба. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Бадыр Агунба принял участие в церемонии открытия после реконструкции памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в селе Члоа Чимчирского района. В мероприятии также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и руководитель администрации президента Беслан Эшба. По решению президента Российской Федерации Владимира Путина Российский фонд президентских грантов выделил средства на реконструкцию памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул важность сохранения народом Абхазии памяти о героях и жертвах войны спустя 80 лет после ее окончания. Сегодня очень важное событие и в контексте сохранения памяти и истории, в том числе нашего народа. Может, прошло спустя 80 лет, кто-то считает, что эта история была не наша, это совершенно не так. Сотни, тысячи ребят, выходцев из наших сел, сложили свои головы в Великой Отечественной войне. Это память, ту, которую мы сохраняем, память, которая делает нас сильнее и увереннее в завтрашнем дне. Вы действительно совершенно правильно и справедливо отметили. Мы сегодня после реконструкции открываем памятник Великой Отечественной войне. Вы знаете, что мы обращались к руководству Российской Федерации, из президентского фонда была оказана поддержка. У нас в Абхазии была возможность у каждого села, у каждой школы отремонтировать все свои памятники и обелиски ветеранам Великой Отечественной войны, победе Великой Отечественной войны в рамках этой программы. Более 80 сел воспользовалось реализацией этой программы, и в наших селах обновлены памятники Великой Отечественной войны. Это та память, которую мы сохраняем ради того, чтобы многие поколения помнили о той великой победе, в которой приняли участие и наши соотечественники. На очередной сессии парламента депутаты досрочно прекратили полномочия депутата парламента Атгура Харазия. Внесли изменения в закон о Нацбанке, рассмотрели изменения законодательства в сфере оборота оружия и кадастре. Внесли правки в закон об НДС в связи с запуском Сухумского аэропорта. Приняли бюджеты всех внебюджетных фондов и республиканский бюджет за 2024 год. А также вывели 7 земельных участков из категории сельхозназначения в категорию земель курортно-оздоровительного назначения населенных пунктов. Центральным вопросом сессии стало утверждение Атгура Аграба на должность генерального прокурора. Из 28 депутатов, присутствовавших на заседании сессии парламента, за данное назначение проголосовали 25 человек, 3 против. Хотел бы поблагодарить всех депутатов сегодня, которые проголосовали за мою кандидатуру, поддержали меня, в очередной раз оказали доверие возглавить систему органов прокуратуры. Это для меня большая честь. С своей стороны обязуюсь, как я уже говорил неоднократно, использовать весь потенциал, который сегодня имеется у прокуратуры, все те знания и опыт для достижения законности и правопорядка в республике. Более того, абсолютно убежден, что тесное сотрудничество с парламентом Республики Абхазия будет продолжено, и мы будем выстраивать более эффективное взаимодействие. Репортаж заседания Народного собрания смотрите в нашем выпуске в среду 21 мая. Нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках в международном аэропорту Сухум, утвердил в окончательном чтении парламент Абхазии. Как уточнил вице-премьер Абхазии Джансу Хнанба, проект закона направлен на снижение стоимости международных авиационных перевозок для пассажиров
и, как следствие, увеличение пассажиропотока в республику. Речь идет об услугах по посадке и взлету, речь идет об услугах по заправке топливом и ряду других необходимых услуг, которые авиакомпания должна получать в аэропорту Сухум. Суть данного изменения заключается в позиции правительства и государства Республики Абхазия оказывать содействие на дальнейшее благотворное экономическое развитие нашего аэропорта. Учитывая наличие рядом с нашим аэропортом достаточно крупного аэропорта Сочи, мы сталкиваемся с тем, чтобы наш аэропорт должен быть конкурентоспособным. Мировая практика, в том числе и в Российской Федерации, складывается следующим образом. Частный бизнес организует аэровокзальный комплекс и всю необходимую инфраструктуру для существования самого аэропорта. В свою очередь, государство практически всегда берет на себя расходы на устройство аэродромной инфраструктуры, что является стратегически важным моментом. Учитывая ограниченные возможности нашего государства, нам удалось договориться с инвестором, реализовывать проект на условиях, когда инвестор вкладывает и в аэровокзальный комплекс, и в аэродромную инфраструктуру. Результаты проделанной работы мы уже с вами наблюдаем. Регулярное сообщение запущено с 1 мая 2025 года. Мы уверены, что пассажиропоток будет увеличиваться. При этом на данном этапе уже утверждены заявки от различных авиакомпаний. Вы знаете, что уже летают рейсы из города Москвы, города Нижний Новгород, ряд других городов Российской Федерации тоже готовы запустить регулярные сообщения. Услуги по стоимости в аэропорту Сочи от 5 до 10 раз меньше обходятся авиакомпании, чем в международном аэропорту Сухум. Установление нулевой ставки НДС – это лишь, так скажем, шаг, который позволит нашему аэропорту быть конкурентоспособным. Новые тарифы на автобус, импортозамещение чая и правовая помощь получателям российских пособий. Первое заседание правительства Абхазии в новом составе прошло в кабинете министров. В основной повестке 21 вопрос. За ее рамками еще целый ряд актуальных вопросов. Подробнее Надежда Боровикова. Открывая первое заседание нового кабинета министров, премьер Владимир Делба приветствовал членов правительства, как новоназначенных, так и тех, кто остался в прежней должности. Приблизительно половина кабинета министров – это новые назначения. Прежде чем начать заседание, я хочу вас еще раз поздравить с новыми назначениями, пожелать успехов в работе. Работы очень много, задачи по-прежнему остаются важнейшими. Очень полагаю, что, как и прежде, мы будем достигать успехов, новых успехов. Ну и, соответственно, хотел бы выразить признательность членам правительства, которые работали ранее. Вот их труд, работа, конечно, в последние годы была весьма заметна. Это отражалось на темпах показателей социально-экономического положения в стране и, соответственно, давало нам определенные результаты, принимать новые решения для того, чтобы повышать качество жизни наших граждан и улучшать их благосостояние. Первый утвержденный вопрос нового Кабмина – замена водительских прав гражданам Абхазии и иностранцам с видом на жительство теперь будет проводиться без экзаменов. Кроме того, принят ряд положений по укреплению мер финансовой дисциплины при валютных операциях. Это нормы, необходимые для исполнения закона о валютном регулировании 2024 года. Еще ряд вопросов представил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Так, вся сельхозтехника, проходящая регистрацию в министерстве, теперь будет
будет обеспечена номерными знаками с соответствующей серией. Содействие в этом вопросе окажет МВД Абхазии. Также осталась неизменной и утверждена на этот год предельная численность работников аппарата министерства в количестве 27 штатных единиц и сумма на содержание в районе 14 миллионов рублей в год. Кроме того, члены правительства поддержали списание многолетних насаждений цитрусовых в селе Псырцха и фейхоа в цитрусовом совхозе Гагарского района. Во всех этих трех проектах действительно на 80% этих насаждений уже на этой территории нет. Они все 82-85 года насаждения, биологически устаревшие. Это в частности в Белорусском районе, в селе Псырцха. Далее она идет тоже Псырцха 0,25 га. И третий проект это совхоза Абхазия 0,97 га. Ну, единственное, здесь мы обязаны и должны за этим прослеживать, что второй пункт этого постановления: высвобождаемые земли, земельный участок использовать для сельскохозяйственных целей. Но не всегда нам, к сожалению, приходится или возможность есть такая, придерживаться этого пункта, потому как уже на основе своих прав местные органы самоуправления уже представляют другие документы, создают также документы, и идет изменение категории. Ну, насколько мы можем влияем на эту ситуацию, но пока, к сожалению, все те территории, кроме двух случаев в Гагарском районе, в дальнейшем идет изменение категории. Полный репортаж Надежды Боровиковой смотрите после выпуска новостей. Политические и общественные организации выражают серьезную обеспокоенность в связи с участившимися случаями обвинений в мошенничестве в отношении граждан Республики Абхазия, обладающих российским гражданством и получавших социальные выплаты от органов социальной защиты Российской Федерации. Как отмечается в заявлении, особое возмущение вызывает давление на матерей, получавших пособие по уходу за детьми и материнский капитал. Эти обвинения унизительны и несправедливы. По имеющимся данным, все выплаты производились российскими органами власти на основании действительных документов, включая российские паспорта и свидетельства о рождении. Граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, участвуют в выборах в органы власти Российской Федерации, соответственно, имеют законное право на меры социальной поддержки. В этой связи политические и общественные организации обращаются к министру иностранных дел Республики Абхазия Олегу Барцыц с предложением провести срочные консультации с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным и другими российскими структурами с целью урегулирования данной ситуации. Заявления об инвестиционном соглашении между Республикой Абхазия и Российской Федерацией считают поспешными и преждевременными. Республиканские политические партии ФНЯ, ПСНЭ, Акзара, республиканские общественные организации АРО, АНД и Современное государство. В связи с интервью заместителя министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вольвача, опубликованным 17 мая, ряд политических партий и общественных организаций Республики Абхазия сделали заявление, в котором, в частности, отмечается: попытки вновь поднимать вопросы о льготах и преференциях для крупного российского капитала при отсутствии системных гарантий для всех инвесторов воспринимаются как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это может привести к новой волне дестабилизации и напряженности в абхазском обществе. Кроме того, в заявлении отмечается: на сегодняшний день в соответствии с законом Республики Абхазия об инвестиционной деятельности в стране успешно работают более 3000 инвесторов из Российской Федерации, представляющих малый, средний и крупный бизнес. Их интересы также заслуживают защиты и не должны ущемляться в пользу еще более крупных игроков, что будет восприниматься обществом как несправедливо. Мы убеждены, что главным приоритетом на данном этапе должно стать формирование национальной повестки развития. Это создаст прочную основу для политической стабильности и обеспечит наилучшие условия для устойчивого, взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в интересах наших народов, а не отдельных групп. Конец цитаты. Журналист против СГБ в Сухумском городском суде рассматривается исковое заявление журналиста Нисфы Аржбак службе государственной безопасности по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Как прошло заседание под председательством Белы Хасаи? Почему не получилось перейти к рассмотрению дела по существу, расскажет Элеонора Гилаян. Более месяца в Сухумском городском суде не могут перейти к рассмотрению иска журналиста Нисвы Аршба к службе государственной безопасности. Суть иска – защита чести, достоинства, деловой репутации, а также возмещение морального ущерба. Но к рассмотрению дела по существу вновь перейти не удалось, так как начальник правового отдела СГБ Аполлон Жвания заявил нового адвоката, представляющего интересы ведомства, Фриду Лазба. Та воспользовалась своим законным правом ходатайствовать о переносе заседания. Я попросила в соответствии со статьей 33, которая дает мне право заявлять ходатайство, в соответствии со статьей 51 и со статьей 164 просить об отложении судебного заседания на усмотрение суда, для того, чтобы все эти действия, которые мне закон позволяет сделать, чтобы я могла их осуществить и эффективно осуществить защиту моих доверителей, я прошу отложить судебное заседание. Журналист Нисва Аршба высказала свою позицию. По ее мнению, сторона СГБ затягивает переход к рассмотрению дела по существу. Она рассказала, что сначала служба госбезопасности привлекла одного адвоката, который, запросив время на ознакомление с материалами, вышел из дела. Потом заболел начальник правового отдела, и заседание перенеслось из-за этого. Журналист выступила против того, чтобы вновь отложить заседание. И все это время, все эти 36 дней мы ждем либо когда адвокаты изучат дела, либо когда выздоровеют представители СГБ. Я, безусловно, понимаю, что по закону у нового адвоката, который сегодня вступил в дело, есть по закону это право, но также есть право и у меня, да? Я не могу до бесконечности. Служба государственной безопасности будет из раза в раз менять адвокатов, из раза в раз болеть или придумывать иные какие-то обстоятельства. 36 дней у службы государственной безопасности было на то, чтобы подготовиться эффективно, неэффективно, свидетелей и все остальное привлечь. Поэтому я... Честно, это не то, что просто категорически против, это даже неуважение просто. Это настолько бестактно от службы государственной безопасности, у которой на минуточку есть квалифицированный штат правового отдела. И если весь этот штат правового отдела не может справиться с одним исковым заявлением, совершенно простейшим, там нет необходимости, с Марса какие-то документы заполучать, надо всего лишь предоставить то, что есть, для того, чтобы обвинить либо оправдать человека, да? Я категорически против. Суд, совещаясь на месте, постановил удовлетворить ходатайство адвоката Фриды Лазба, представителя СГБ, и дал время до 26 мая на ознакомление с материалами дела. На эту дату и назначено следующее заседание суда. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. О внешней политике. В преддверии 64-го раунда международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 19 мая состоялась встреча исполняющего обязанности заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным. Стороны подробно обсудили ключевые вопросы повестки предстоящего раунда дискуссий. В ходе обсуждения была выражена обоюдная готовность продолжать совместный диалог и работу над достижением поставленных целей по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено значимости заключения юридически обязывающего документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией, а также делимитации грузино-абхазской границы с ее последующей демаркацией. На филологическом факультете Абхазского университета торжественно открыли кабинет абхазского языка имени абхазских ученых, сестер, кандидатов филологических наук, доцентов Тамары Платоновны и Екатерины Платоновны Шакрыл. Это событие – дань глубокого уважения их многолетнему плодотворному труду и неоценимому вкладу в развитие науки и образования Абхазии. Репортаж Фаины Мато с открытия кабинета смотрите после выпуска новостей.
За значительный вклад в развитие культуры и укрепление абхазо-российских культурных связей генерального директора Государственного русского театра драмы имени Фазили Искандера Ираклия Хиндба наградили почетной грамотой Народного собрания парламента Республики Абхазия. Депутаты отметили высокий профессионализм актеров театра и его руководителей, пожелали им дальнейших творческих успехов. Почетными грамотами и медалями за вклад в развитие отечественной медицины медиков, участвующих в диспансеризации детей, наградил глава Минздрава Эдуард Будба. Он подчеркнул, что врачи на протяжении 3 месяцев неустанно трудились во всех районах страны. В результате около 27 тысяч детей школьного и дошкольного возраста прошли профилактические осмотры. Совместная работа Минздравов Абхазии и России, Народного фронта, Национального медцентра здоровья детей при поддержке Фонда президентских грантов привела к значимым результатам, которые помогут защитить здоровье нашего будущего поколения, добавил министр. Благодарственные письма медикам вручило представительство Россотрудничества в республике. Фотовыставка работ президента гильдии профессиональных фотографов России Сергея Лидова, посвященная 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, открылась в Доме Москвы в Сухуми. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Выставка известного советского и российского фотографа, президента гильдии профессиональных фотографов России Сергея Лидова в честь 80-летия со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзенба открылась в Доме Москвы в Сухуми. Здесь представлены 19 уникальных фотографий, на которых запечатлены важные моменты жизни и деятельности Владислава Ардзенба. Фотография для меня образ жизни. И хорошо, что я оставил след для страны, для Абхазии, для людей, живущих здесь, и не только здесь, великого человека, президента Абхазии Ардзенба. Я чувствую полного восторга, но в то же время полной печали, потому что это был не только президент Абхазии, это был мой друг, очень хороший и гениальный человек просто. И мне просто посчастливилось, что я вместе здесь оказался рядом и сделал серию работ. И вообще я счастлив, что я нахожусь в Абхазии, в стране души. Здесь чудные люди, я их всех люблю. И уже отснял большой-большой материал на альбом по Абхазии. До этого снимал Коля Рахманов. И был альбом очень красивый в 70-х годах. И я отснял Колю Рахманова с альбомом «Абхазия». Это будет как бы продолжение. Всего Лидов сделал около 200 фотографий первого президента. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик сообщил, что все работы, связанные с Абхазией, будут переданы в Министерство культуры. И все кадры сделаны дома, в домашней атмосфере. Здесь вот нет такого напряжения в лице Владислава, они очень спокойные. Мне очень нравится, например, из всех этих кадров, вот этот кадр, где он... Да. Это было в августе 2000 года. Первая серия фотографий, которая сделана в доме в Эшерах. Вторая часть фотографий, это вот здесь, в Сухуми, на квартире. В октябре 2000 года Владислав Григорьевич пригласил Сергея Львовича домой, поужинать с ними, посидеть, пообщаться в таких домашних условиях. И вот это сотрудничество, знакомство, сотрудничество, съемки дома переросли в личную дружбу. Сергей Лидов также поделился с нашей съемочной группой секретом создания некоторых фотографий. По-моему, мне одному так удалось. Это переодеть его в национальный костюм. Мелькнула такая идея, я говорю, а есть национальный костюм? Оказывается, его недавно пошили, он еще ни разу его не примерял. Я говорю, вот как раз повод. Моя мечта, кстати, открывать выставку здесь, в Сухуми, в национальном костюме. И даже не в Сухуми. Может быть, свою юбилейную выставку в Москве
тоже быть в национальном костюме абхазском. В завершении вечера Сергей Львович подарил фотографию Владислава Арзенба посольству России в Абхазии. Шедевральная действительно работа, что она займет достойное место в стенах нашего заграничного учреждения. Спасибо вам огромное. Выставка организована при поддержке Дома Москвы в Сухуме и продлится до 23 мая. Алиса Атлиба, Торни Камичба, Абаза ТВ. Завершился 15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. Об открытии, ходе и итогах турнира в репортаже Лауры Шаровой. С 13 по 19 мая на стадионе МХК «Арена» села Алахадзы проходил 15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. В юбилейном турнире приняли участие 10 команд. Рубин, город Сухум, Эрцаху, город Ачимчира, Киарас из Пицунды, Алания, Республика Южная Осетия, ветераны Ростовской области, Чалтер, Мясниковский район, Ростовская область, Арсенал, Ленинградская область, Медведь из Пятигорска, Адлер из города Адлер и Кара-Алтын, Республика Узбекистан. Несмотря на проливной дождь, учащиеся школ Гагарского района представили флешмоб, посвященный 3 юбилейным датам: 80-летию Владислава Григорьевича Арзенба, 80-летию Великой Победы, 15-летию турнира. Всех участников и гостей поздравил президент Республики Абхазия Бадра Гумба. Уважаемая Мадина Владиславовна, уважаемые соотечественники, гости, позвольте поздравить вас с проведением международного турнира по футболу среди ветеранов. Юбилейный турнир, 15-й. Для нас очень важно, что такого рода спортивные события проходят на территории Абхазии. Спорт – это жизнь, это движение вперед. Я уверен, что вашему примеру, дорогие наши ветераны, последуют десятки тысяч молодых людей, в том числе те, которые сегодня стоят под этим дождем и создают нам замечательную атмосферу. Давайте еще раз поаплодируем нашим юным друзьям. Дорогие друзья, турнир проходит в память великого лидера национально-освободительного движения, первого президента нашей страны Владислава Григорьевича Арзенба. В эти дни мы отмечаем 80-ю годовщину рождения человека, который привнес свой вклад, положил на алтарь свою жизнь ради сегодняшнего нашей страны и будущее нашей страны. Уверен в том, что его имя навсегда останется в истории нашего народа. В эти дни мы также отмечаем 80-ю годовщину Великой Отечественной войне, в которой участвовали десятки тысяч наших выходцев. Более 17 тысяч наших выходцев из Абхазии не вернулась к своим семьям, к своим родным. Мы чтим и память этих людей и уверен, все наши дальнейшие помыслы, действия будут направлены на сохранение памяти людей, которые дали нам возможность жить и развиваться. Еще раз поздравляю вас с этим замечательным турниром, благодарю организаторов, уверен, что границы этого турнира будут расширяться. Спасибо. По традиции об открытии турнира объявляют члены семьи первого президента. В этом году это сделала Мадина Арзенба, дочь Владислава Григорьевича. Международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба объявляется открытым. Среди почетных гостей турнира чрезвычайный полномочный посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Бациев. Очень приятно, что сегодня большое количество молодых детишек присутствует на этом мероприятии. Я хочу пожелать успехов всем участникам данного турнира. Уверен, что он пройдет, как обычно, в духе спортивного мастерства
и вы покажете все, на что вы способны. Успехов всем вам! По завершении церемонии открытия на поле вышли футболисты, которые всю неделю сражались за победу за кубок турнира. Встречи были яркие, а острые моменты игр держали в напряжении болельщиков. Упорным получился финальный матч, где встретились сильнейшие команды «Алания» из Южной Осетии и «Медведь» из Пятигорска. В основное время счет 0-0, и лишь по пенальти определился победитель. 5-4 в пользу футбольного клуба «Медведь». В церемонии награждения приняли участие председатель фонда первого президента Республики Абхазия супруга Светлана Джергения, вице-премьер правительства Республики Абхазия, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Тараш Хагба, главный специалист спортивного отдела Госкомитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Лев Тарба, заместитель главы администрации Гагарского района Адамур Цыжба и ветеран футбола Валерий Кирбая. Лучшими в номинациях стали защитник Астамур Цыжба, Киарас Пицунда, нападающий Александр Бородкин, Чалтырь, Ростовская область, бомбардир Давид Тагоев, Алания, Южная Осетия, полузащитник Шамиль Абдулаев, Медведь, Пятигорск, вратарь Эдуард Кокоев, Алания, Южная Осетия. Лучшим игроком турнира признан Максим Бердник, футбольный клуб «Медведь» из Пятигорска. Команды, не занявшие призовые места, награждены медалями, кубками и дипломами. 4-е место разделили футбольные клубы «Кара-Алтын» из Узбекистана и «Чалтырь», Ростовская область. 3-е место у Пицунского Киараза. Серебро завоевали футболисты команды «Алания» из Южной Осетии. И второй год подряд золото увозит Пятигорский «Медведь». Обращаясь к участникам турнира, вице-премьер правительства Республики Абхазия, председатель Госкомитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Тараш Хагба сказал: Уважаемая Светлана Родионовна, дорогие участники сегодняшнего праздника, для меня большая честь быть здесь на закрытии очень важного турнира в честь великого сына своего народа Владислава Григорьевича Арзина. Я хочу сказать слова благодарности всем тем людям, которые ежегодно вносят свой вклад в реализацию. Вот уже 15-й год этого великого турнира. Огромное спасибо командам, которые доверяют нам, приезжают к нам. Их становится ежегодно все больше и больше. Огромное спасибо всем тем людям, которые всеобщими усилиями делают все, чтобы этот турнир существовал и развивался. Ну и, конечно же, команда «Медведь» Пятигорск. За стабильность, за профессионализм. Вот уже вы 2 года подряд выигрываете, много лет принимаете участие, показываете великолепный футбол. Спасибо за все, что вы делаете. Еще раз с праздником! Памятными дипломами и кубками отмечены отдел образования администрации Гагарского района, школы района, хореографический ансамбль «Нарт», принявший участие в церемонии открытия турнира. Особые слова благодарности Гагарской средней школе номер 4. Вот сейчас я очень хочу, чтобы вы захлопали, что есть у вас сил. Потому что Марина Сафаровна, это моя дорогая Марина Сафаровна, которая сказала: Лаура, дай нам задачу, и мы все сделаем. Они сделали потрясающий флешмоб. И несмотря на то, что это все состоялось, Марина Сафаровна, у тебя номинация за эксклюзивный флешмоб для церемонии открытия. У тебя отдельный кубок. Особого кубка за преданность турниру удостоился Гарри Вартанов, который все 15 лет является играющим тренером футбольного клуба «Эрцаху Ачимчира». Каждая команда, помимо наград, увозит с собой книги с биографией Владислава Арзенба и его жизненном пути, который предоставил фонд первого президента. За поддержку благодарим Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта, генеральный спонсор турнира, председатель армянской общины Республики Абхазия Алик Минасян и фирма «Север-1», организатор турнира Кароба Станджан. Мы высоко ценим отношение семьи первого президента, которая доверила нам право проведения международного турнира по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. За 15 лет турнир расширил географию участников,
Кубков стал долгожданным событием в жизни команд, которые каждый год приезжают, показывают красивый футбол и являются хорошим примером для юных спортсменов. Лаура Шарова, Артак Деланян, Абаза ТВ. Начала свою работу совместная выставка общественной организации «Абхаздеск» с Институтом экологии Абхазии и факультетом искусств Национального университета. В рамках уникального проекта синтеза искусства и науки организация «Абхаздеск» на базе Института экологии запустила общедоступную платформу, призванную не только повысить осведомленность общества об актуальных проблемах экологии, но и помочь в переработке вторсырья. Выставка, с которой начинается работа данной площадки, представлена 10 масштабными и эксклюзивными работами студентов факультета искусств ФАГУ, выполненными преимущественно из вторичных материалов, например, старых бутылок и бумаги. Экспозиция будет доступна для посещения всех желающих до 25 мая. Сегодняшнее событие – это не просто выставка и инсталляция работ студентов Абхазского государственного университета. По сути дела, это открытие новой опытной лаборатории по переработке вторичных отходов. Ну, как известно, экологическая проблема сегодняшнего дня, она и глобальная, и локальная абхазская. Это вторичные отходы, которые требуют утилизации. И вот данная лаборатория призвана найти такие технологические решения, ну, в первую очередь это касается бумаги. А где бумага, там и искусство, естественно. Значит, и вот первые пробы, связанные с переработкой бумаги, они связаны с созданием, значит, такой продукции, которой заинтересовались художники в первую очередь. И поэтому сегодняшняя инсталляция студентов, она напрямую связана именно с этими продуктами вторичной переработки. Спортсмены Гулрыбского района заняли первое общекомандное место в первом международном турнире Абхазия Open Cup по карате Кёкюсинкай. Соревнования были приурочены к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Второе место заняли спортсмены Очимчирского района, третье – спортсмены города Сухум. В турнире принимали участие 157 юных каратистов в возрасте от 6 до 17 лет из Абхазии, России и Южной Осетии. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 21 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, днем 15-20. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды слабо умеренное. Относительная влажность воздуха 50-70%. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.